Селям алейкум, хайрлах шамлар. В эфире АТР. Мы продолжаем информационный день. И хотелось бы начать нашу беседу с оперативной, конечно же, новости. Человек, который угрожает взорвать мост в Киеве, которого зовут уже, как стало известно, Алексей Белько. Об этом сообщили собеседники «Украинской правде». Издание отмечает, что Белько, 42-летний уроженец крымского ПГТ «Форос». В июле этого года у него было военное звание старшего сержанта. Он занимал пост начальника радиостанции радиоцентра полевого военной части А-36-38, которая располагается в Броварах Киевской области. Источники правоохранительных органов рассказали, что в июне этого года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции Киева 1 килограмм взрывчатки и 88 патронов. С нами сейчас на прямой связи Антон Геращенко, народный депутат Украины 8-го созыва. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Антон, а какая последняя информация касательно человека, который грозится взорвать мост? Да, я подтверждаю, что именно этот гражданин, фамилию которого вы назвали, то лицо, которое сегодня нарушает права граждан, мешает жить киевлянам, осуществляет террористические действия по захвату метромоста. На сегодняшний момент с ним ведутся переговоры полиции диалога. Его призывают сложить оружие, сдаться полиции для того, чтобы он не нанес вреда ни окружающим, ни самому себе. Если он не будет сдаваться, то полиция пойдет на штурм, и он будет задержан с применением силы, предусмотренной законом. Если он будет стрелять на сотрудников полиции на поражение, соответствующим образом будет применено оружие к нему. То есть уже есть приказ о ликвидации этого человека? Приказ о ликвидации не отдается. Полиция действует в соответствии с законом о полиции. Если этот человек будет стрелять из огнестрельного оружия в сторону полицейских, безусловно, полиция разрешает это. Но на сегодняшний момент он пока не стрелял в сторону полиции. Скажите, а есть ли у вас какая-то информация по поводу того, что именно требует этот человек, зачем он туда забрался, зачем он грозится взорвать мост в метро, какие требования он выдвинул? Нет, такой информации нет. Мы думаем, что этот человек находится в состоянии психического расстройства. А есть ли у вас информация по поводу того, что кто рядом с ним находится, возможно, есть ли какие-то рядом люди, потому что на 15:36 мы видели фотографию, где возле его машины «Опель» находился какой-то автобус. Я могу сказать, что были попытки граждан, которым он мешал проехать, требовать от него освободить проезжую часть, но он угрожал людям. Поэтому, возможно, вы видели тех граждан, которые пытались его переубедить и освободить мост. Скажите, есть ли какая-то у вас информация по поводу того, сколько у него там взрывчатки, какое именно оружие у него при себе есть? В случае взрыва, чем это грозит, какой радиус поражения может быть? Мы не можем знать точно, есть ли у него настоящая взрывчатка или он блефует. Это будет понятно только после его задержания или его ликвидации. Но полиция всегда в таких случаях действует, как будто это самый плохой сценарий, и взрывчатое вещество у него есть. Спасибо большое. Антон Геращенко, народный депутат 8-го созыва, был с нами сейчас на прямой связи по телефону. Ну и я рада уже представить гостей нашей студии. Эмиль Курбединов и Эдем Семедляев, адвокаты из временно оккупированного Крыма. Селям алейкум, хош келдиңиз. И я напомню нашим зрителям, что мы будем, конечно же, продолжать держать руку на пульсе событий, которые происходят на мосту метро, в случае чего мы прервем наш эфир и перейдем на прямую трансляцию того, что там происходит. Ну, вот вы были недавно в Варшаве, приехали в Украину, в Киев, и вот с такой ситуацией сегодня мы столкнулись. Что вы думаете для начала по этому поводу? Потому что сообщают, что это крымчанин из Фороса. Ну, тяжело слышать такие новости на самом деле. Ну, я надеюсь, что все закончится положительно и для этого человека, и для окружающих. Вот, непонятно, конечно, как в фильмах с самым худшим сценарием, но надеемся, что все закончится хорошо. Ну, действительно, когда человек не выдвигает ни одни требования, то это связано, я думаю, только с психикой что-то у человека. И переходим к теме ОБСЕ. И на конференции ОБСЕ в Варшаве украинская делегация продолжает говорить о фактах грубых нарушений прав человека в оккупированном Крыму. Об этом нам рассказала представитель крымской правозащитной группы Ирина Седова. Давайте ее послушаем.
Зараз в нас є журналісти Кримської солідарності, які регулярно висвітлюють тиск на кримських мусульман, висвітлюють тиск на українців, Українську православну церкву. Зараз вони кинуті за грати за фальсифікованими звинуваченнями, просто за те, що вони не боялися, знімали і писали про порушення прав людини у Криму. Журналістку Гульсум Халілову, новий кейс, вони оголосили її в розшук, звинувачують в тому, що вона начебто там приймала участь в якомусь збройному формуванні, хоча насправді вона просто виконувала свою журналістську роботу. І це кричущі порушення, про які треба говорити. Ми документуємо всі ці факти і потім розповсюджуємо на всіх міжнародних майданчиках. Эмилия, о чем вы говорили и рассказывали в рамках конференции ОБСЕ, которая продолжает проходить в Варшаве? Ну, мы говорили о тех нарушениях, которые мы видим и которые фиксируем на протяжении 5 лет. Это нарушение свободы на выражение мнений, свобода на право на мирные собрания, право на другие основополагающие, да, моменты, которые сегодня нарушаются в Крыму. Вот. Говорили о том, что, конечно же, на крымских татар сегодня Российская Федерация навесила ярлык терроризма, и в этом плане она использует свое антитеррористическое, антиэкстремистское законодательство как инструмент борьбы с инакомыслием. Мы считаем, что в этом плане Россия себя полностью дискредитировала. Мы изнутри видим эти уголовные дела. Мы видим, на чем строится это обвинение. На том, что люди обсуждают политические вопросы, обсуждают какие-то исламские вопросы, а потом все это превращается в какие-то якобы сход террористической организации, попытка захвата власти Российской Федерации, тоже одно из самых абсурдных обвинений крымских татар, да, на сегодняшний день, и так далее. Говорили о преследовании журналистов, о преследовании активистов, блогеров, о преследовании волонтеров и, конечно же, о крымской солидарности, которая сегодня проводит огромную работу в юридическом направлении, в направлении освещения и, можно сказать, в социальном направлении, помогая семьям и так далее. Вот попытались охватить все эти моменты, хоть у нас было не так много времени и по дням, и по минутам выступления, да, но попытались вот все это донести. Я думаю, мы донесли, да, в той степени, в которой это нужно для того, чтобы международное сообщество реагировало должным образом. И оперативная новость появилась, которую я должна озвучить. Совместными усилиями спецподразделений Корда и Альфа человека, минера, задержали на мосту метро. Об этом уже подтвердили в Министерстве внутренних дел. Эдемага, вот как вы считаете, достаточно ли сегодня, в том числе и на ОБСЕ, конференции, в которой вы принимали участие, говорят об преследовании журналистов на территории оккупированного Крыма, в том числе о свободе слова, да, потому что вот мы знаем, что в Крыму гражданский журналист Нариман Мамедиминов, да, который освещал постоянно все события, все репрессии, все суды, которые там происходили, все облавы в том числе. Это и Сервер Мустафаев, который мы его считаем своим корреспондентом, журналистом АТР, который также ежедневно выходил в прямые наши эфиры и рассказывал обо всем, что происходит на территории оккупированного Крыма. Как вы считаете, достаточно ли уделяется внимание вот этим личностям, в том числе и Эмирусин Куку, да? Ну, конечно, вот первые дни на ОБСЕ это была тема именно свобода средств массовой информации, свобода слова, и об этом говорила. И очень большая делегация была с Российской Федерации, с Крыма. Я думаю, это сделано было специально для того, чтобы показать, что в Крыму все прекрасно. Конечно же, много было выступлений со стороны Украины, со стороны правозащитников. С нашей стороны мы тоже говорили о том, что действительно свободных СМИ в Крыму не осталось. О том, что в Крыму нет свободных СМИ и вообще свободы слова, говорит только тот факт, что в первые дни, когда появились вот зеленые человечки, начали отключать украинское телевидение и все другие независимые телевидения. То, что в Крыму перестало работать и закрыли работу таких телеканалов, как АТР, Черноморка, это тоже говорит о том, что пытались заглушить это. Это уголовные дела, возбужденные в отношении Николая Семены, когда проводили обыск у Лили Буджуровой. Это все было направлено на то, чтобы заглушить
именно средства массовой информации. И после этого, конечно же, появились гражданские журналисты, гражданские стримеры, которые не побоялись освещать события, то, что происходит в Крыму. И действительно, среди них был, как сказать, один из первых, кто организовал все это, Нариман Мемедиминов. И сегодня в отношении него возбуждено уголовное дело. Он находится в Ростове, и в Северокавказском окружном военном суде уже в ближайшее время вынесут приговор в отношении него. Также и в отношении других журналистов. Это и Ремзи Бекиров, это и Осман Арифмеметов, и, конечно же, это Сервер Мустафаев, да, потому что без Сервера Мустафаева бы, ничего бы этого, может быть, и не было бы. А вы сказали, что скоро, возможно, вынесут приговор Нариману Мемедиминову. А сколько просят прокуроры? Прокурор просит обычно в прениях, сколько он все-таки хочет, чтобы дали человеку. Поэтому прений еще не было. Я думаю, это будет совсем в ближайшее время. И мы узнаем, конечно же, сколько же прокурор все-таки запросит для Наримана. Эмилиха, вы как считаете, достаточно, говоря о гражданских журналистах, о Наримане Мемедиминове, Сервере Мустафаеве? Я думаю, что недостаточно. Да? Я думаю, что недостаточно. В каком плане? Мы говорим много о нем, вы говорите много о нем. Да, но хотелось бы, чтобы другие СМИ и вообще журналисты, их ассоциация этих журналистов говорила о таких людях, как Нариман Мемедиминов, как о своем коллеге. В первые дни, конечно же, был большой резонанс, много кто высказался, но постепенно все опять свелось вот к нашей площадке. Эмилиха, я вынуждена вас прервать, мы вернемся к этой теме. С нами сейчас на прямой связи корреспондентка Эльвина Амиди, которая находится под мостом метро. Давайте ее поприветствуем. Эльвина, селям алейкум. Ну что ж, рассказывай, какие там новости. Алейкум селям плюсом. Отже, на моїх очах машини спецназу щойно вирушили з середини мосту вздовж дороги. Повідомляється, що людина, яка намагалася підірвати міст, точніше погрожувала, вже затримано. Також тут купа журналістів, служба порятунку, медична допомога, пожежники. Ну а під мостом наразі чергуються 2 катери поліції. На жаль, підійти ближче не можу, аби побачити все це і в деталях розказати, але частково рух вздовж дороги вже відкрито. Наразі я спробую дістатися ближче і все ж таки побачити, можливо, затриманого. Наразі це всі деталі, на жаль, більше розказати ще не можу. Буду тримати курсом. Чухсагул Эльвина Амиди, наша корреспондентка, была с нами на прямой связи по телефону. И возвращаясь к теме свободы слова в оккупированном Крыму и о том, кто как реагирует на все, что там происходит, вы были в ОБСЕ. Увидели ли вы какую-то реакцию от европейских депутатов, представителей 57 стран, если я не ошибаюсь, которые там находились? Мы, помимо встреч на сессионных заседаниях, на сайте ивентов встречались с представителями дипмиссий, которые там сейчас находятся, с представителями различных правозащитных организаций. Конечно же, все они уверяют, что та ситуация, которая сегодня в Крыму, она будет еще больше освещаться. По крайней мере, нас в этом заверили. Да? Вот. Реакция есть, и мы договорились о том, что в Ростове-на-Дону все-таки увеличат посещение, что не только консульство Украины будет посещать эти судебные заседания, но также мы попросили, чтобы другие представительства государств, европейских государств приходили хотя бы на ключевые судебные заседания, где, например, проходит прения сторон, чтобы услышали они все эти обвинения и доводы адвокатов. То есть мы надеемся, что увеличится посещение вот таких судебных заседаний в Ростове-на-Дону. Европейский суд по правам человека, подано очень много заявлений по политически мотивированным процессам в оккупированном Крыму, и в том числе вы подавали по вашим подзащитным туда иски. Но вот как вы рассчитываете на какие-то результаты ЕСПЧ? Результаты, конечно же, будут, но специфика ЕСПЧ такова, что не очень быстро рассматривают данные заявления, данные жалобы. Из практики это 6-7 лет. С учетом того, что до сих пор не рассмотрен межгосударственный иск между Украиной и Россией, все частные жалобы также будут, конечно же, рассмотрены позже.
Я думаю, по ЕСПЧ Украина, как государство, которое самостоятельно подало иск против Российской Федерации, должна работать в направлении приоритетности, да, этих заявлений граждан Украины против Российской Федерации. То, что заявления ушли из Крыма, вот постараться в этом направлении проработать по максимуму, чтобы в приоритетном порядке все-таки эти иски рассмотрели, потому что я уверен, что есть специалисты в этой области по ЕСПЧ, чтобы они вот этот вопрос решили как можно быстрее. Я вот еще хотела спросить касательно Эрвина Ибрагимова, члена исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар, который был похищен в 2016 году в мае месяце. Почему по нему не подан никакой иск в Европейский суд по правам человека, насколько мне известно? В настоящее время были собраны материалы уголовного дела, это не просто было сделать. Мы собрали материалы именно для того, чтобы доказать неэффективность расследования. Когда мы анализировали все эти материалы, увидели, что большая часть состоит просто из ненадлежащих процессуальных действий, и они просто были проведены для замыливания глаз. То есть большинство томов этого уголовного дела доказывает нам, что эффективность абсолютно никакой не было в этом расследовании. И на данный момент готовится иск в Европейский суд по правам человека после того, как были получены и проанализированы эти материалы. Это около 30 томов уголовного дела. Вот на это потребовалось время, и, конечно же, об этом будет подан обязательный иск в ЕСПЧ. А когда? Ну, в ближайшее время, я думаю, потому что мы ждем еще вот этого иска Украина против Российской Федерации. Он будет ключевым, который выстроит фундаментальные вопросы по поводу вообще ситуации в Крыму и так далее. И уже от этого, наверное, суд будет отталкиваться по другим, да, частным заявлениям, так скажем, граждан. Вы являетесь адвокатами политических заключенных, то есть вы ведете политически мотивированные процессы. Вот скажите, есть ли какая-то помощь крымским адвокатам со стороны государства, в том числе и материальная? Кто сейчас с вами, кто-то уже общался из новой власти, возможно омбудсмены для того, чтобы предоставлять материальную помощь? Семьям и адвокатам, конечно же. Да, безусловно, помощь оказывается, да, но мы сейчас ведем переговоры по поводу увеличения этой помощи семьям. Правозащитники очень сильно помогают семьям, сам народ внутри Крыма помогает, да, семьям, для того, чтобы они могли оплачивать и работу адвокатов, и переезды адвокатов. Конечно, в большей части эта сложность вызывает с переездами. Да? Мы знаем, что суд находится в Ростове-на-Дону. Если бы это был суд в Крыму, это, как, что говорится, полбеды. Вот. А так приходится, даже если не брать гонорары и так далее, чисто пробонно работать, все равно на семьи ложится огромная финансовая нагрузка по поводу переездов. Это не 700 километров, это проживание там. Мы каждую неделю там идут суды, каждую неделю там приходится жить как минимум по 3-4 дня. Вот, поэтому помощь государством оказывается Украины. Я знаю, что был определенный закон. Сейчас вот рассматривается по поводу вот, оказания помощи по оплате адвокатов. Да, это, кстати, поддержка политузников и жителей оккупированных территорий. Парламентский комитет по вопросам прав человека рекомендует Верховной Раде принять этот законопроект, который, собственно, и дает украинцам, которые незаконно удерживаются по политическим мотивам на оккупированных территориях или проживают в оккупации, право на бесплатную вторичную правовую помощь. Она будет предоставляться за счет государства. Но, знаете, у меня тут возникает такой вопрос. А адвокаты, которые работают в Крыму, в том числе и вы, вынуждены же были получить российское свидетельство адвоката, правильно? И все, кто живет в Крыму, также были вынуждены получить российский паспорт. Не потому, что они хотели, а просто потому, что были вынуждены. Вот вы знаете, даже если начнут давать эту помощь, вы знаете, как их получать, как это будет оформлено на законодательном уровне? Ну, насколько я понял, это пока законопроект, и каков порядок будет, нам пока, к сожалению, неизвестно. Я надеюсь, что, конечно, это все сделают просто, прозрачно, для того, чтобы родственники могли спокойно приезжать, получать какую-то помощь и уже тратить ее на адвокатов, на передачки, на поездки, на свидания к своим близким, родственникам, на суды. Это, кстати, прокомментировал Мустафа Гаджимилев с омбудсменом. Давайте послушаем их. Наш комітет повинен підтримати цей закон, а допомогу цю необхідно було надати негайно, вже починаючи з дня окупації Криму в лютому 2014 року. Тому я і нехай наші політзаключені пробачать нас, нашу Верховну Раду, за нашу
повинність і надбалось в такі важливі питання. І перш за все це в Криму. На сьогоднішній день наші кримські татари, їх 89, потребують такого захисту і, безумовно, оплати праці адвокатів. Сьогодні питання таке не вирішено, на жаль, і тому рідні шукають гроші, правозахисникам величезна подяка за те, що вони теж надають можливість працювати адвокатам. А вы недавно, кстати, встречались с омбудсменом Людмилой Денисовой, и еще другие правозащитники из Крыма и адвокаты, также вы с ней встречались, там обсуждался этот вопрос? Мы обсуждали этот вопрос тоже, да, и говорили, вот она, собственно, говорила об этом законопроекте, но главным образом мы обсуждали тех политзаключенных, которые сейчас находятся в критическом состоянии по вот здоровью, да. Мы сейчас собираем документы по этому поводу, и вот омбудсмену украинскому предоставим их для ее работы уже в этом направлении. Вот. Мы столкнулись с проблемой вот, оплаты адвокатов, конечно, остро это в связи вот с арестом 24 человек в марте, да, этого года. Конечно же, это, ну, я думаю, что Российская Федерация именно на это и рассчитывала, чтобы не нашлись адвокаты, которые включатся в это дело. Поэтому, я думаю, они были вывезены с территории Крыма, чтобы усложнить нам работу, чтобы не нашлась команда и так далее. Но Аллаха чох шукур, слава Богу, что нашлись, да, соратники, нашлись те, кто поддержал нас, наши коллеги, и просто на доверии к нам, просто на определенном таком желании помочь, они включились в это дело, да, и по сей день они работают вот на этом энтузиазме, можно сказать, да, и на доверии. Но проблема сейчас это, конечно, остро стоит. То есть правильно ли я понимаю, что на данный момент в основном работу адвокатов оплачивают правозащитные организации? Поддержку оказывают, да. Семьям оказывают. Семьям, да, а адвокатам? В том числе. Работа выстроена так, что правозащитники помогают семьям, да? Семьи уже оплачивают работу адвокатов. Ну и, конечно же, надо не забывать о том, что джемаат в Крыму, он тоже, видя эту проблему, не стоит в стороне и постоянно помогает этим семьям, как финансово, как, там, я не знаю, постройки чего-то, либо чего, ну, как бы, во всех этих делах. И вот еще немаловажный вопрос, который я хотела вам задать. Вот когда вы встречались с омбудсменом Людмилой Денисовой, обсуждался ли вопрос возможного обмена ваших подзащитных, в том числе политических заключенных? Потому что первый этап мы видели, второй этап анонсировал президент Владимир Зеленский. Вам предоставлялась какая-то информация со стороны омбудсмена? Возможно, просили списки, да, политических заключенных или какую-то другую информацию? Ну, все списки уже давным-давно были переданы, и они есть и у омбудсмена, и у президента. Поэтому нас заверили, что это первый этап был, и то, что там попал всего лишь один крымский татарин, они это знают, как бы, и что в следующих этапах обязательно будут крымские татары. Потому что действительно в Крыму, ну, много вопросов возникает, как у семей политзаключенных, так и простых жителей. Почему в этот обмен попал только один крымский татарин? Поэтому других подробностей, к сожалению, не раскрывалось, когда это будет, сколько человек будет в следующем этапе. Ну, надеемся, что это будет в ближайшее время, и ну, все в ближайшее время освободятся. Да, Людмила Денисова нас заверила, что работа идет каждый день в этом направлении, чтобы сразу были освобождены все остальные, да, политзаключенные. Вот. И отчасти тот материал, который будет собран по здоровью, да, этих людей, я думаю, что это тоже пойдет туда, да, в копилку. А как много сейчас политических заключенных в критическом состоянии, которые находятся, или же у которых состояние здоровья с каждым днем ухудшается? Я думаю, что это не менее 10 человек, да, у которых вот действительно это и люди определенного такого уже преклонного возраста там есть, да, люди, которые имеют хронические болезни, которые у них там обострились, вот, и так далее. И это не менее 10 человек, я сейчас с точной цифрой боюсь ошибиться. У нас эта информация есть, у нас есть необходимые документы, в которые вот по приезду мы уже все это соберем и передадим омбудсману Украины для анализа последующей работы. Чулсагул, Насимиль Курбединов и Тамси Медляев были гостями нашей студии. А мы завершаем второй блок нашей программы. Смотрите далее новости на крымско-татарском языке. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Куршкенч.
В'ятровича звільнили з посади директора Інституту національної пам'яті. Чому Кабмін ухвалив